Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Мы продолжаем урок русского языка на тему «Вода». Буду вести у вас я, учитель русского языка и литературы Осимкулова Шолпан Терекуловна. А тема урока сегодняшнего — «Какая ты вода, волшебница вода». Ты научишься находить в тексте информацию и делать короткие записи, писать раздельно предлоги со словами. Обсудите. Кто скажет, откуда берется вода и почему так прозрачна она, и почему состояние разное, твердое, жидкое, газообразное? Что ты узнал о воде из этого маленького стиха? Давайте, ребята, поэкспериментируем. Налей в один стакан просто воду, а в другой молоко. В оба стакана положи чайные ложечки. В каком из стаканов ложечку видно, а в каком нет? Посмотрите вот на рисунок, сразу видно. Правильно, видна ложечка, где вода. Правильно. А теперь попробуйте наклонить стакан с водой и перелить в другую посуду, например. И вы увидите, что объем поменяется, форма поменяется, а объем останется воды одинаковый. Теперь второй эксперимент. Налей в один стакан просто воду, а в другой апельсиновый сок. Понюхай воду и сок, а затем попробуй их на вкус. Чем пахнет вода? Правильно, вода без запаха. Какая она на вкус? Вода без цвета и вкуса. А апельсиновый сок, потому что сюда в воду добавили апельсин. Поэтому у него запах апельсина и запах и вкус апельсина. Почему люди иногда говорят, какая вкусная вода? Подумайте. А теперь следующий эксперимент. Возьмите в руки снег и лед. Ты увидишь, как он быстро начинает таять в твоих теплых руках и превращаться в водичку. А когда ты эту водичку дома будешь нагревать на огне, сразу увидишь, как она превращается в пар. Вот какая волшебница вода! Посмотрите. Вот эта жидкость, у которой нет запаха. Теперь вам нужно в тетради записать, в каком состоянии бывает вода. Поставьте вопрос, какая, словам признаком. Какая бывает вода? Морская, минеральная, речная бывает вода, водопроводная, газированная. Правильно. Сделав вывод, по всем нашим экспериментам можно записать, что вода она бесцветная, прозрачная, жидкая и без запаха. Выполнить. Вот теперь, ребята, послушайте стих. Почему вода волшебница? Без нее нам не прожить, не умыться,
не напиться и здоровыми не быть. Что же это за водица? Кто ответит на вопрос о водичке? Все мы знаем и утрем любому нос. Это дождик и сосулька, белый снег и гладкий лед, ручеек, родник и речка. Каждый все это поймет. Хорошо, ребята, прослушали стих. Что вы отсюда? Можно сделать тоже вывод, да? Давайте составим предложение. Вам нужно составить всего 2 предложения. Что вода? Что она делает? Она живет где? В облаке, в океане, в снежинке. А что обозначает буква В? Ну-ка, давайте вспомним. Правильно, В – это предлог. Предлог со словами читается вместе, а пишется раздельно. Где живет вода, например? Воду можно найти в речке, в сосульке, в инее и в воздухе, когда она превращается в пар. Правильно. Следующее. 3 задание. Во что может превратиться вода? Выбираем правильный ответ. В дождик или сосульку? В дождь и сосульку. В дерево и камень, в снег и лед, в песок и ветер. Вы выбрали ответ дождик и сосульку, снег и лед. Молодцы, ребята. Я думаю, все это вы запомнили. Значит, делаем вот такой интересный вывод. Вы слыхали о воде? Говорят, она везде. Вы в пруду ее найдете и в сыром лесу, болоте, в луже, в море, в океане и в водопроводном кране. Как сосулька замерзает, в лес туманом заползает, на плите она у нас кипит, паром чайника шипит, без нее нам не умыться, не наесться, не напиться. Смею вам я доложить, без нее нам не прожить. Вот какое свойство воды. Нужно беречь воду. Ребята, я думаю, что вы поняли, сделайте себе вывод по нашим экспериментам, тоже поэкспериментируйте сейчас. И вам нужно для закрепления ответить на тестовое задание. Тест состоит всего из 10 вопросов. Вам нужно зайти на сайт Пльгена Академии и выполнить его. Спасибо за урок. Всем удачи!